В эфире новости, студия Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Архивные документы и редкие кадры работы спасателей и пожарных. Центр предупреждения и профилактики чрезвычайных ситуаций в Якутии открылся в столице региона. Новые резиденты ТОР Якутия планируют создать более 1000 рабочих мест. Якутяне выбрали лучших спортсменов. Завершилось голосование «Гранд-финал 2020». Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя и 30-летней годовщиной со дня основания ведомства. Глава государства отметил, что такую ответственную и нелегкую службу выбирают люди особой закалки, внутренней твердости и дисциплины. Владимир Путин отдельно поблагодарил сотрудников МЧС за борьбу с коронавирусной инфекцией. Кроме того, президент добавил, что ведомству необходимо продолжить наращивать возможности единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В целом, необходимо и дальше наращивать возможности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В полной мере использовать преимущества современных подходов к прогнозированию рисков, чтобы минимизировать ущерб от стихийных бедствий, пожаров, наводнений, аварий. И самое главное – сберечь жизни и здоровье людей. В этом отношении многое уже сделано. Укрепляются кадровый потенциал и техническая оснащенность на всех уровнях, во всех ключевых звеньях. А это противопожарная служба, воинские спасательные, поисково-спасательные, горно-спасательные формирования, ведомственная авиация. Подразделения, обеспечивающие безопасность на водных объектах, арктические центры МЧС. Народ нашей страны гордится вами. Уверен, что специалисты МЧС России и впредь будут достойно выполнять свою работу. Благодарю вас за слушание. Центр предупреждения и профилактики чрезвычайных ситуаций Якутия открыли в столице региона. Здесь есть костюмы и оборудование, которые спасатели и пожарные используют в своей нелегкой работе. Переходя от одного экспоната к другому, как в машине времени, можно попутешествовать по страницам истории. В центре побывал наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Центр поделен на 3 зала, где представлены не только история развития гражданской обороны, но и предметы инвентаря, с которыми они работали в различные годы. Все это здесь разместилось на 126 квадратных метров. Это исторические документы, фотографии и артефакты. Уникальность сегодняшнего центра – это, во-первых, это собраны материалы истории. И сегодня материалы были собраны ветеранами данной системы предупреждения и ликвидации ЧС, а также системы гражданской обороны. Вот это то, что мы видим экспонаты, они были собраны со всех уголков нашей республики. Также архивные документы были собраны с архива Главного управления, который у нас до сих пор находится. Некоторые документы, которые еще находятся под грифом «секретно», они еще не рассекречены. Те документы, которые уже утратили гриф секретности, они уже находятся в этом музее. В рамках открытия центра участники мероприятия заложили капсулу времени с пожеланиями будущему поколению. Передаю капсулу времени с пожеланиями от старшего поколения будущему поколению. Вскрытие через 25 лет в честь 100-летия Победы и, кстати, 50-летия службы спасения. Капсула будет храниться здесь, в музее в 3-м зале, где сегодня представлены исторические факты службы спасения региона. Ну а по словам участников мероприятия, посещение этого объекта будет интересно не только школьникам столицы, но и ветеранам службы гражданской обороны Якутии. Я думаю, посетителям будет что посмотреть, особенно тем, кто работает в этих отраслях, в этих направлениях. И есть что посмотреть, и есть что вспомнить. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск.
Новые резиденты ТОР Якутии планируют создать более 1000 рабочих мест, а также осуществить инвестиции на 9,6 миллиардов рублей. Всего на данный момент заключено 24 соглашения. При создании ТОР количество резидентов составляло 10 компаний. Так, резидентами территории опережающего развития, заключившими соглашение в этом году, стали Жатайская судоверфь, грузовой терминал Нижний Бестях, Полярная звезда, Григори, Аврора и Туску. В следующем году планируется осуществить инвестиции в размере почти 3 миллиарда рублей и создать 135 рабочих мест. После реализации всех инвестпроектов количество рабочих мест будет увеличено почти до 1500. Дизельные электростанции с использованием возобновляемых источников энергии планируют построить в 17 районах Якутии в течение 5 лет. Модернизацию дизельной генерации обсудили на заседании расширенной коллегии Министерства ЖКХ и энергетики Якутии. На сегодняшний день более 60% республики, где проживает более 10% населения, обеспечивается энергоснабжением за счет дизельной генерации. Основными проблемами децентрализованного энергоснабжения являются низкая транспортная инфраструктура, дороговизна себестоимости электроэнергии и высокие эксплуатационные затраты. Татинский район с рабочим визитом посетил председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко. Он осмотрел места строительства новых спортивных объектов и зданий Татинского лицея на 400 мест. Подробности в следующем сюжете. Для многодетной семьи Игнатьевых сегодня примечательный день. Специально для встречи с ними в село Кыи заедут высокие гости. Кристине и Михаилу уходящий год подарил 10-го малыша. В семье, как в сказке, 7 дочерей и 3 сыновей. Старшая Айгуле студентка 2-го курса, младшему сыну 7 месяцев. Игнатьевы с 2005 года ведут свое крестьянское хозяйство. С помощью средств гранта Минсельхоза 5 лет назад построили коровник на 100 голов. Поэтому ключи от автомобиля «Фермер Газель», врученные сегодня, как нельзя кстати, огромное подспорье для многодетной сельской семьи. Машина нам поможет в хозяйстве, в учебе, в работе, в развитии нашего домашнего хозяйства. Мы очень рады, взволнованы, и наши дети особенно очень рады. Вторым пунктом визита Андрея Тарасенко стало село Черкех. Достопримечательность всего Улуса, музей под открытым небом, не остался без внимания главы правительства. Здесь гости на запряженных санях с ветерком осмотрели территорию музея. Особое внимание уделили на отреставрированные объекты по программе «Сохраним памятники» на средства меценатов. Мельницу-топчанку, восьмиугольный балаган и юрты полицейных Трощанского и Пекарского. Это доброе движение начато с примера Ильдархана Айсена Николаева. В центре Улуса глава правительства возложил цветы на площади Победы и памятнику Аюнского. Затем разделил радость татинцев, которые перед самым Новым годом въедут в новый 4-этажный многоквартирный дом, построенный по программе переселения граждан из аварийного жилого фонда. Как городская квартира. Очень удобно. У нас, когда мы стареем, мы будем все здесь нормально. Главное, туалет, ванна. На улицу выходить не будем. Во второй половине дня Андрей Владимирович осмотрел места для строительства новых спортивных сооружений здания Татинского лицея на 400 мест, завершение которых планируется к играм Анчара 2025 года. Жанна Бурмистрова, Василий Иннокентьев, Михаил Прохоров, Татинский Улус. Теперь последние данные оперативного штаба Якутии по борьбе с коронавирусом. 192 новых случая COVID-19 выявили в регионе за сутки. В Якутске 83 заболевших, в Мирнинском районе 17, в Нерюнгринском 16, в Мегино-Кангаласском 12, в Алданском 10 новых случаев. От 1 до 6 заболевших зафиксировали еще в 18 районах республики. В Нерюнгри состоялось заседание 26-й сессии Нерюнгринского городского совета депутатов. На повестку были вынесены 5 вопросов. Это внесение изменений в бюджет этого года и принятие бюджета на следующий. Порядок дополнительного финансирования на обращение с животными без владельцев и другие. По итогам сессии утвержден бюджет на 2021 год. Кроме того, утверждена базовая ставка годовой арендной платы за 1 квадратный метр общей площади объектов нежилого фонда в размере 940 рублей в месяц, что на 2,7% превышает показания этого года. Кворум состоялся, присутствовало 14 депутатов на сессии. Депутаты поработали хорошо, плодотворно. Вопросы
все были решены. То есть решение принято было по всем 5 вопросам. Ну, дальше будем работать. Якутяне выбрали лучших спортсменов. Завершилось голосование «Гранд-финал 2020». Итак, лучшим спортсменом по олимпийским видам спорта стала Сардана Трофимова. Сардана Трофимова. Сардана Трофимова. Лучший спортсмен по олимпийским видам спорта Сардана Трофимова. Напомним, народное онлайн-голосование Министерства по физической культуре и спорту Якутии по итогам этого года проводилось на сайте sportyakutia.ru. Всего в голосовании были засчитаны порядка 25 тысяч голосов. Лучшим спортсменом года по неолимпийским видам спорта стала Матрена Наговицына, шашки. Лучший спортсмен года по адаптивным видам спорта стала Анастасия Диадорова, плавание. А лучшим спортсменом года по национальным видам спорта признана Екатерина Белолюбская, масс-рестлинг. Любители окунуться в прорубь в минус 50 градусов Саха-Маржи приняли участие во всероссийской акции. Общественная организация ЗОЖ и закаливание Саха-Маржи появилась 16 августа прошлого года, сплотив воедино моржей со стажем купания в холодной ледяной воде более 20-30 лет. Сейчас в организации около 30 человек. Те, кто никогда не занимался закаливанием, уже купаются в минус 52 градуса. Мои любимые друзья и родные, поздравляю вас с Новым годом. Сегодня 48 градусов. Я поздравляю вас из Валуби. «Незнайка-путешественник» – музыкальную сказку по мотивам произведений Николая Носова про жителей цветочного города покажут на сцене театра имени Пушкина в новогодние и рождественские праздники. Режиссер-постановщик Андрей Габышев, а музыку к спектаклю написал новосибирский композитор Станислав Пастухов. Слова к песням сочинила Ксения Зыкова. Видеооформление спектакля создает ощущение полного погружения зрителя в атмосферу сказочного города. Авторы постановки уверены, что музыкальная сказка понравится не только детям, но и взрослым. Мы постарались сделать так, чтобы действительно спектакль был интересен и маленьким, и взрослым. Да, используется видеоконтент, да, много музыки, много всевозможных перипетий. Самое главное, красочно, интересно. Я думаю, что это будет своего рода такой фейерверк новогодний, что ли, и придется по душе любому зрителю, изысканному, неизысканному. Я думаю, что здесь все равно останется праздничное настроение. Самое главное. На этом все. Оставайтесь с нами.